Исәнмесез, дуслар, Татар кызы проектының томашчылары. Сәлем, сезнең белән яңадан очрашуларга без бик шат. Наши участницы уже побывали в Нагайбакском районе и Троицке. Алда безне нинди сәхәтләр көтә икән? Сегодня нас ждет путешествие в сказку. Бу бик кызыклы булырга охшый. Ярар, карарбыз. Смотрите сегодня в программе. Татар кызлары Чисмә районына юл тота. Ничек Гади Чишмә дан казанды. Встреча на Маканкином ключе. Теләкләремде кабул ит Чишмә. Тәнем һәр вакыт йомшак һәм саф булып калсын иде. Редут ауылы яшәүчләре дәресләре. Басни Габдуллы Тукая, старинные обряды и татарский народный танец. Начало путешествия – это уже сказка. Ведь никогда не знаешь, что ждет за поворотом и куда приведет дорога. А путь татарочкам предстоял не близкий. От Челябинска до Чесмы более 200 километров. Время в дороге коротали задушевными разговорами и песнями, поэтому оно пролетело незаметно. И вот он, пункт назначения – родник Маканкин ключ. Чесменская земля хранит в себе немало тайн и загадок, и легенда о Маканкином ключе – одна из них. Говорят, родник назвали в честь пастуха Мукана, который жил здесь в незапамятные времена. Мимо проходили караваны Великого Шелкового пути, поэтому слава о Мукане и его источнике разлетелась на весь мир. Вода из родника обладает целебной силой, уносит все хвори и несчастья, дарит молодость на долгие годы и еще исполняет самые заветные желания. Вот сейчас и проверим. Битошвалы карша калсу, булып калсан иде. Бәхеттән харша Яш булып калсын. озын һәм яхшы элми булсам иде. Сбудутся желания или нет, посмотрим. Но знаем точно, чай на воде из родника потрясающе вкусный, и усталости от дальней дороги как не бывало. Поэтому самое время осмотреть еще одну местную достопримечательность. Чесменцы утверждают, что эти загадочные круги на земле – следы шатров, проезжавших с караванами купцов. Сколько ни вскапывали здесь землю, они чудесным образом появляются вновь. Вместе с девушками в путешествие отправились не только члены жюри, но и участницы прошлых сезонов конкурса. Среди них победительница Татар кызы и Каменундур Залия Ахтямова. И для нее вновь погрузиться в эту удивительную атмосферу уже чудо. Минем өчен зур куаныч, бер елдан соң тагын да шушы кызыклы конкурсларның барышын күзәтү. Быелгы кызлар шундый ягымлылар, матурлар. Аларга карасаң күренеп тора, алар бер-берсе белән дуслашып өлгергәннәр. Мин аларга уңышлар теләр идем һәм авыр булган вакытларда түземлек телисем килә. Отдохнули? А теперь за дело. Ведь каждый этап проекта – это не просто конкурс. Сегодня им предстоит узнать много нового. А в роли преподавателя не только члены жюри, но и жители села Редутово. Уж кто лучше них знает о татарских традициях? И первый урок – народный танец. Занятие проходит, как говорится, весело и непринужденно. Танцевать в Редутово начинают с ранних лет. Едва дети встают на ноги. В одном маленьком селе несколько детских танцевальных коллективов, знаменитых на всю округу. Сначала придумывают танец, потом шьют костюмы подходящие. Какой костюм какой получится, такой получается у нас танец. Большинство, конечно, берем костюмами, потому что хореография это не сразу, это сложная вещь, быстро не получается. Но мы стараемся. И сейчас вот мы на районных конкурсах во всех почти участвуем. Оказалось, это совсем не сложно. Освоив основные элементы, можно дать разгуляться фантазии. Вердикт редутовцев однозначен. Все хорошо танцуют. Следующий урок в расписании – татарские народные сказки. Его ведет Сания Шевченко. Дамир Сафин рассказал об азах актерского мастерства. Вместе с редутовцами повторили татарский и попробовали себя в роли драматических актрис.
теперь главное испытание – перевоплотиться в героинь татарских народных сказок. Кем быть, определила жеребьевка. В их распоряжении пара реплик, костюмы и реквизит. На подготовку всего пара минут. Но когда они истекли, девушек не узнать. Миңа бүген үги кызның роле эләкте. Бұл кыз мәрхәбәтле, тәртипле, матур гына, үзе бәләкәй генә. Удивительно, но оказалось, что в каждой из них живет настоящая актриса. Көлтә, көлтә, койрахым! Болғый улайым! Көмәшләріні бирмәсәң, қожа турайым! Таң атқанша, шушы шиләкне су белән тутырмасаң, өйгә кайтасы булма. Ағайым һаман утын кисә икән. Тукта! Қайда менің алтын тара? Қайда? Мен су анысы! Қайда менің алтын тара? Қайда? Син, улым, сандуғаш болырсың. А син, улым, кырлыгаш болырсың. Златовласая Алтынчащ, злая мачеха, несчастная падчерица и даже хозяин леса Шурале. Какие образы, какие эмоции! Говорят, человек остается ребенком до тех пор, пока читает сказки. Татарский народный фольклор – это источник не только радости, но и многовековой мудрости. Будет время, перелистайте книгу на досуге. В сказках всегда сосредоточена мудрость народа, любого народа, татарского, русского, украинского. В них вся соль, вся суть, в них мудрость. Поэтому знакомясь со сказками, девочки в то же время и учатся. Учатся добру, учатся щедрости, учатся справедливости. Они приобретают качество тех героев, о которых речь идет в сказках. Благодаря нашим участницам ожил этот волшебный мир. И поверьте, наших предков волновали те же вопросы, над которыми мы размышляем сегодня. Так вот она, самая прочная связь поколений, между которыми тысячелетия. А я и не знал, что в наших лесах живут герои настоящих народных сказок. Кызларга афарин. Аларның сәләте әкиятне жанландырды, но это пока не финал. Спектакль еще не окончен. Продолжение рассказа о нашей поездке в Чесменский район смотрите в нашей следующей программе. Яңа очрашларга кадәр. Хәзергә сау булыгыз. Смотрите в следующей программе. Алтынчащ и жена падишаха. Спектакль по мотивам старой доброй сказки. Қайдан табайым соң, әбекәй? Сабантуй йолдызлары. Татарочки на главном народном празднике Чесменского района. Щин татар тухмачының сәре. У кого получится вкуснее? Смотрите нас каждый вторник и пятницу на канале ОТВ. 4 сентября в Театре оперы и балета выбираем лучшую татарочку Челябинской области. В церемонии принимает участие финалистка проекта «Голос. Дети» Саида Мухамедзянова, Ильшат Хамадиев, ансамбль песни и танца Муслюмовского района Республики Татарстан, шоу-группа «Баян Позитив». Билеты уже в продаже.